Ты когда-нибудь делала аборт? Думал ли о самоубийстве? Часто говорила, что тебе за меня как-то стыдно, да? Ты когда-нибудь меня стеснялся? Я жил в Омане все это время. Я был запланированный ребенок. Смотрел ли ты фильмы для взрослых? Как часто? Я знаю, что они будут меня ругать за это. Ты же ругала меня за это. Плакать или смеяться? Я вообще дома боюсь быть, потому что мама там. Бро, смешно, смешно. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. У меня 3 детей, и Стас мой самый старший сын. Здравствуйте, меня зовут Стас, как моя мама уже сказала. Я учусь в 8 классе, мне 14 лет, и в этом году исполняется 15. Вы отвечаете на вопросы, которые придумали мы. Если мама не отвечает на вопрос, то она дает 250 рублей карманных денег. Если ребенок не отвечает, то забирает 250 рублей. Ну что ж, поехали! Ты будешь мне должен. В смысле? Суефа. Есть ли у тебя на меня обида, которую ты еще не простил? О, Господи, о боже. Ну, обычно, когда я обижаюсь на тебя, это длится недолго, потому что обычно это типа обоснованно, и я сам накосячил, поэтому это заслуженно. Так что нет. То есть я всегда обосновываю, почему ты... Нет, не всегда обосновываешь, я сам себе потом обосновываю. А когда ты поняла, что уже взрослая? Когда я закончила школу и улетела в другой город учиться, без мамы, без родителей. Нет, наверное, еще старше. Да и, наверное, по жизни всегда была взрослая. Потому что у меня был младший брат и младшая сестра. Мама и папа постоянно работали, и все хозяйство всегда было на моих плечах. Поэтому я считаю всегда, что я была взрослой. На 8 классе ты играла в куклы. В 8 классе я играла в куклы. Ты когда-нибудь меня стеснялся? Я не понял вопрос, типа, когда мы вместе ходим или что? В американских фильмах же бывает, подъезжает к школе, оставь меня подальше, я стесняюсь тебя. Обычно, когда мы куда-то идем, и у меня есть подозрение, что вы там есть, хоть ты там, хоть папа и так далее, я еще не хочу с вами встречаться перед друзьями. Почему? Просто перед ними-то у меня манер общения вообще другой. Лишь бы не увидели, лишь бы не заметили. Пожалуйста, если вы меня заметите, просто сделайте, будто я не ваш сын. Сделайте вид. Плакать или смеяться? Как вы выбрали мне имя? Как обычно. Написали на листочке все имена мужские, которые мы могли вспомнить. В течение нескольких дней писали, потом начали просто тупо нравится, не нравится, нравится, не нравится, нравится, не нравится. Потом из оставшегося списка мы начали совмещать имя и отчество. Там кто-то Дмитриевич, кто-то Дмитриевич. Подходит, не подходит, подходит, не подходит. Потом уже фамилия, имя, отчество совмещали. И в конце осталось Станислав и Валерий, по-моему. И просто из этих 2 имен уже жеребьевкой вытянули Станислав. Ты же говорил, что ты Анастасия, поэтому я Стас. Нет, это мои подружки так шутили. Я жил в Омане все это время. Смотрел ли ты фильмы для взрослых? Как часто? Невзначай бывало пару раз, так ради интереса бывало, потому что раньше-то я не знал, что это такое, и просто типа, о чем они говорят, просто стало интересно, типа загуглил, вот это что, знаю, что ты это чувствовал, просто типа, окей, да нет, не особо пока это нравится, пока, да? Как вы познакомились с папой? Где? На работе? На рынке? Вы на рынке работали? Да, мы работали на рынке. Я продавала, а он таскал. Странно, что ты никогда не спрашивал этот вопрос у нас. Да, меня вообще ваше прошлое не очень интересовало до этого момента. У нас плохая привычка курить. Мы вместе курили. Потом начали все чаще и чаще курить, потом позвал меня на свидание, и все закрутилось, завертелось. Все началось с курения, да? Понятно. Ужасный вопрос. У тебя была безответная любовь? Даже не знаю. Если брать в счет те мои отношения, коих было довольно мало. Нет, я как только начинаю встречаться, сразу же готовлюсь к тому, что рано или поздно нам придется расстаться. Вряд ли это надолго, больше 2 лет, не знаю, больше 3 лет, вряд ли продлится, и поэтому с самого начала я уже как-то готовлюсь к тому, чтобы развестись. На самом деле у него отношения очень долго длятся. Первые 2 года, сейчас вторые, если не брать все то, что мы назвали, на недельку мы назвали, так что не считается. Лагерные тоже не считаются. Это 1,5 года уже длится. Чё, тебе 14 всего?
Вот. Я был запланированный ребенок. Да, ты был запланированным ребенком. Ну, через полгода где-то, как мы начали жить с твоим папой, сколько мне лет было тогда? 18. 18. Папа хотел очень сильно ребенка. Когда-нибудь он будет. И когда-нибудь настало. Родился ты. Меньше, чем через год, да? Или больше? Почему? В 2005 же ты родился, а мы с 2003-го. Понятно. В принципе, нормально время прошло. Скрывал ли ты от родителей плохие оценки? Конечно. Я вообще дома боюсь быть, потому что мама там... Она может в любой момент зайти в сетевой город, я просто такой... Но там даже скрывать нечего. Сейчас любой Как бы, родитель да. может посмотреть. Ну, оценки. не все же смотрят. Я просто прихожу домой, типа, так. Надеюсь, мама сегодня не зайдет в сетевой город, потому что... Ну, я сам-то захожу редко, я не знаю, какие у меня оценки. Вдруг я что-то забыл сдать, не знаю, мне двойку поставили, я не знаю. Не хочу смотреть на свои оценки, поэтому и не захожу в сетевой город. Тебя бросали парни? Да. Сколько? Блин, это было столько лет назад. Я не помню, сколько количество. Ну, как бросали, просто переставали общаться и все. И Прям это- такого «я тебя бросаю» не было. Это как бы автоматически уже развод. Да, просто переставали существовать эти отношения и все. Брал ли деньги без спроса? У вас? Да. Когда и зачем и для чего? Боюсь. Я думаю, я у вас спросил однажды, да? Был случай, когда я думал, что вас спросил. Взял, сколько там, 200 или 100 рублей. А потом вспомнил, что я не спросил. И такой, ой, а я уже все потратил. Ты когда-нибудь делала аборт? Да, Че, правда, что? правда. После твоего рождения сразу. Случилось так, что мы были молоды, и мы не знали, что, оказывается, так бывает. И так получилось. Все. Пробовал ли ты алкоголь и сигареты? Да и да. Понравилось? Нет. Алкоголь первый раз попробовал, когда был в гостях и хотел попить воды. На подоконнике стояла чашка прозрачная. Пью, короче. Что за вода, думаю? Испорченная, что ли? А потом, когда уже вырос, только понял, что это была не вода. Это была водка или что-то типа того. Ну, это ты неосознанно, а осознанно. Осознанно я никогда не пробовал, нафиг надо. А сигареты, когда я пробовал, что-то нет. Противное ощущение в горле. Запах еще вот такой неприятный идет изо рта. Я такой, не, спасибо. Что тебя во мне раздражает, что бы ты хотела во мне изменить? Меня раздражает твое пофигистическое настроение. Тебе на все пофиг вообще. Что-нибудь спросишь? Что-нибудь сделай? Что-нибудь хочешь? Вот это вот бесит прям не могу. Но это спасает меня от ненужных эмоций, потому что, ну, часто бывает так, что какая-то стрессовая ситуация, и пофигизм очень помогает тем, что, типа, пофигу пройдет. Не, ну просто бывает, ну, он же должен быть нацелен не на всех и вся все-таки, а избирательно. А у тебя прям на Не все, знаю, на все. у меня так вышло случайно. Пофигизм вышел из-под контроля. Что тебе во мне не нравится и что ты хотел бы мне бы изменить? Что ты орешь? Ты мне через телефон ухо чуть не убила. У меня уши очень чувствительные, слух точнее. К высоким звукам особенно. Из-за этого стресс не от того, что ты вообще орешь, а из-за того, что звук очень... Ай, как больно, у меня потом голова болит иногда. И я сижу так вечером... Мне же не кажется, ты не ору. Ну, когда ты орешь, это происходит очень сильно. Даже когда Просто, ты это вы меня доводите до такой степени, просто что я начинаю уже орать. в другой комнате, я вообще в другом конце квартиры, я слышу, и все равно больно ушам. А наушников, ну, меня наушники спасают в последнее время, да. Я сейчас задаю, да? Да. Хотя, я стараюсь не орать. Если девушка, которая тебе нравится, если да, назови имя. Тоже вопрос, на который я Ирина. знаю. А Ирина? Я раньше всегда следила за его отношениями. В последнее время я уже Не, потерял счет, да? потеряла им счет, и в их именах путаюсь, они одинаковые, похожие. В смысле? Ну, Айлита была же, Айлина. Нет, Айлина была. А, ты вернулся к Айлине?
В смысле, мама? Я же говорю, что мы на неделю только расстались. Нет, ты мне не говорил, что вы на неделю расставались. А это русская, которая была? Амелия. Которая... Ну вот я говорю, имена похожие. Когда хочешь внуков? Ну, как я тебе уже говорила, не скоро. Хотя бы до 40 Ты не лет. говорила? Да, мы с тобой разговаривали на эту тему. Я говорила, что я не хочу в ближайшие 4-5 лет внуков. Думал ли о самоубийстве? Вообще-то да. 2 раза бывало. Этот период жесткой депрессии, по-моему, длился около недели или месяца даже. И вот в этом месяце мне вообще мало чего хотелось сделать. В этот период я познакомился с Алисой, когда эти мысли, Мысли короче, ушли. развеялись, типа, ну, нафиг надо, и так нормально. А почему с родителями не поговорил об этом? Да я знаю, что они будут меня ругать за это. Ты же ругала меня за это. Ругала. Ну вот именно. Это только меня вообще больше вгоняло в тоску, в депрессию. Как я считаю, суицид — это удел для слабых, ну, которые тотально обижены на жизнь чем-то. И есть же типа 2 типа суицида. Первый тип результата нацелен, а второй тип — это как бы показушный, с расчетом на то, что человека все-таки как кто-то спасет, ну что, да, привлечь к себе внимание просто. Ну, для меня суицид — это что-то... Ну, тогда это было как-то логично для меня, но сейчас я думаю, это... Нет, это вообще не выход ни в какой ситуации. Ты обрадовалась, когда узнала, что беременна мной? Ну, конечно, обрадовалась. Там уже был вопрос, запланированный ли ты ребенок, так как ты был запланированный, и я забеременела, мы обрадовались очень сильно. Правда, мы хотели девочку. Но я очень рада, что у нас появился ты. Вот почему мне иногда говорят, что я женственный. Я тебя теряю, ты не женственный вообще. Меня в автобусе путают с девушкой, мама. Наверное, вот из-за вот этого. Ну, да из-за волос, да, в основном. Если ты покрасишься, тебе еще, наверное, больше будет. Да, вообще Путать. плевать. Знаешь ли ты, что такое презерватив, и ты им Да. пользовался? Нет. Мы обсуждали недавно этот вопрос. Когда у тебя был первый раз? Не было. Первый раз чего? Это про первый секс вопрос. Было? Да. Уже? В смысле, я... Ты в прошлый раз сказал, что тебя не было. Это вопрос, когда у тебя был первый. А, у меня? У меня-то не было. Мама. Я чё, Чёрт. я что, сам себе задаю, что ли, вопрос? В 11 классе. Нормально. Все? Что, самому себе задаю, что ли, вопрос? Я, да? Я потеряла Ты. этот. Дя, кого ты больше любишь, меня или папу? Тебя. Спасибо. Я тебя тоже люблю сильно. Какое прозвище у тебя было в школе? Ну, чаще всего в начальных классах обзывались именно обзывательное прозвище. Ну, из-за моей фамилии Жиркова меня называли Жирной. Логично. А потом только Настя. Ну, до 5 класса только так отзывались, после меня тоже. То есть старших уже нормально было. Мгм. Окей. Если бы при рождении ты мог выбрать семью, ты бы выбрал нашу или какую-нибудь другую? Ну, раньше я постоянно завидовал всем, ну, другим, что у них, типа, очень богатые родители. С возрастом, типа, начал понимать, что у богатых часто не получается избалованными, не самостоятельными, которые без родителей, без денег ничего не могут сделать. Поэтому нет. И так хорошо, и так нормально. Я самый старший, это еще добавляет плюс к самостоятельности. То, что я уже могу там присмотреть за собой, там смотреть, ну, чаще всего. Не всегда, конечно, но ладно. Так что да, я бы не выбрал другую семью, нормально. Нужно ли с детьми говорить о сексе? Ну да, нужно, чтобы не было всяких сюрпризов. Ну, что я и сделала недавно. Ну, так как он уже подросток, все равно об этом надо говорить, да. Я ходила, короче, целый месяц. Блин, как бы начать этот разговор? Ко всем своим коллегам приставала. Как вы говорили на эти темы со своими сыновьями? Ну, большинство говорили,
папа наш разговаривал. Целый месяц ходила, потом как-то вечером пришла и все вывалила на него. Он лежал на кровати, чем-то занимался своими делами. А я такая пришла и: Стас, нам надо поговорить. И поговорили. Я сначала думал, что она будет меня ругать за что-то. Я уже приготовился. Все, что она сказала, я уже знал. Ну, Нет, ты не знал, Что? что девушки могут быть носителями какой-нибудь болезни и не болеть ею. А, ну, да. Я же говорю, я не помню этот разговор. Я помню только, что желательно без внуков до 18-19. Да и вообще желательно без первого раза до 18-19. я Если только есть, это то с помню. презервативами, потому что могут быть всякие заразы. Да, я только это помню. И не зависит от того, что девушка выглядит здоровой, она может быть переносчицей. Перед съемками мы попросили вас придумать вопрос, который вы давно хотели друг другу задать. Ты Твоя же очередь. забыла. Раньше часто говорила, что тебе за меня как-то стыдно, да? И по каким это причинам происходит? Я такое говорила? Да? Ты часто об этом не говорила? Только тебе. Только мне. А, ну, слава богу. Потому что я не могла говорить такое людям. Потому что мне не стыдно. Ну, просто я так пыталась воззвать к твоему чувству ответственности, что ли. Потому что, как я тебе сказала, меня бесит в тебе то, что твой пофигизм ко всему. Таким образом, я тебя пыталась И мой стиль. из зоны комфорта вывести, чтобы ты стал более ответственным. Просто каждый раз, когда ты меня ругаешь, мне становится еще более пофиг на то, что на причину ругания. Типа, да пофиг, опять что-то сделал не так, и опять что-то меня ругают. То есть мне тебя не надо ругать. Если тебя не ругать, ты вообще ничего не делаешь. Да я сейчас вообще в последнее время стараюсь не вмешиваться в твои дела. Но Кроме учебы. и в учебу я пытаюсь вмешиваться только в последний месяц учебы, четверти. Даю же тебе полную свободу, и тем не менее ты же все равно не мои надежды не оправдываешь, да. Все равно твой пофигизм все превращает в ничто, короче, можно сказать. Поэтому мне приходится ругаться, чтобы как-то тебя... Вообще у меня в классе дела обстоят нормально. У меня проблемы чисто с домашним заданием. Ну, вот Из-за этого и портятся все оценки. Поэтому и надо. Ребята, делайте домашнее задание. Не берите пример с меня. Твоя боязнь к собакам прекратилась? Когда происходит так, что рядом со мной какое-то животное, я просто типа стараюсь на него не обращать внимания всеми силами. Можете поцеловать. Ай,